Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». С вами Мадина Албогачиева, и смотрите далее. Производство алюминиевого профиля, о работе завода «РИАК». Налоги, штрафы и прочие платежи, поступающие в региональный бюджет, обсудили на совещании у главы региона. Национальный план развития конкуренции. Насколько его удалось выполнить в Ингушетии, поговорим в студии со специалистом. Деловые новости. Что интересного произошло в экономике за прошедшую неделю? При строительстве домов, производстве лифтов, автомобилестроения, а также для изготовления некоторой мебели не обойтись без алюминиевых профилей. В наше время этот материал очень популярен, а все благодаря тому, что он прочный и надежный, но при этом легкий и пластичный. В Ингушетии действует предприятие по производству этого материала. Но среди заказчиков не только местные жители. Алюминиевый профиль завода «РИАК» пользуется популярностью и за пределами. О работе завода наш следующий сюжет. Завод по производству алюминиевых профилей «РИАК» является одним из самых успешно развивающихся предприятий региона. Основанное в 2011 году производство находилось в Назране в здании старого завода «Вилс». В 2018 году предприятие начало свою работу в новом здании на территории сельского поселения Али-Юрт. Производственное помещение состоит из 4 пролетов. В первом располагается котельная, вторая и третья отведены под 2 линии пресса, а в 4-й непосредственно сборка самих конструкций. Наше производство предусматривает на данный момент выпуск продукции порядка 7 тысяч тонн в год. То есть это приблизительно 600 тонн в месяц. «РИАК» специализируется на выпуске и поставках алюминиевого профиля всех основных видов, в том числе общестроительный, подсистемный и системный для наружного остекления лоджий и балконов, мебельный, карнизный, а также профиль для отопительных радиаторов и напольного покрытия. Заказов у предприятия немало, и продукция пользуется спросом не только у нас в регионе. Алюминиевые профили ингушского производства успешно реализуются во многих регионах нашей страны. У нас продукция поступает в достаточно много регионов России, в том числе и ближние зарубежья. Это Азербайджан, Белоруссия. В основном у нас, конечно, основной потребитель – это Россия, то есть наша страна. Это центральная Россия, Москва, Питер, Урал, это уральские регионы, Екатеринбург. Там Хабаровск у нас покупает продукцию, берет. В общем, очень много регионов России, которые у нас берут продукцию, в том числе и наш Южный федеральный округ. Конкуренция в этом бизнесе, конечно, большая, но руководство и работники завода трудятся на совесть, чтобы произвести качественный продукт. Успех обусловлен тем, что предприятие выпускает достаточно качественную продукцию, чем, соответственно, мы и привлекаем клиентов. Конечно же, добросовестное отношение к труду наших сотрудников. Преимуществами профиля, выпускаемого на заводе «РИАК», являются жесткость и прочность при сравнительно небольшой массе, устойчивость к коррозии, легкость монтажа, точность размеров, устойчивость к окислению и экологичность. Практически вся работа здесь автоматизирована. Специальное оборудование из сырья, то есть из вот этих алюминиевых столбов, создает алюминиевые профили. После того, как профиль приобрел необходимую форму и немного остыл, его подрезают до нужного размера. А затем, чтобы металл закалился, профиль отправляют в печь тарения. На сегодняшний день на предприятии организовано порядка 140 рабочих мест, которые практически полностью укомплектованы. То есть там плюс-минус 5-10 человек, которые, может быть, добрать нужно, кто-то там увольняется по своим каким-то причинам. Инвестиционный проект реализуется в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на период до 2025 года. Здесь задействованы частные, государственные и кредитные средства. Такие предприятия играют важную роль в экономике республики. Они привлекают новые инвестиции в регион и дают рабочие места жителям. Уровень собираемости налогов, штрафов и иных платежей, поступающих в бюджет Ингушетии, обсудили в Магасе на совещании под председательством главы региона Махмуда Али Калиматова. По мнению руководителя субъекта, исполнение всех мер по выходу из бюджетного дефицита, в том числе путем легализации доходов, вывода бизнеса из теневого сектора и повышения налоговой дисциплины среди субъектов предпринимательства – цель, стоящая перед всеми органами исполнительной власти, муниципалитетами и, конечно, надзорными управлениями. Реализация всех мер по выходу в профицит, в том числе путем вывода бизнеса из теневого сектора и укоренения в предпринимательскую деятельность, практики осознанной, своевременной и добросовестной уплаты налогов. Это, по мнению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, важнейшая цель, стоящая перед всеми органами исполнительной власти, муниципалитетами и, конечно, надзорными управлениями. Всем говорю, главам, вы тоже не перестроились. У прокурора, там, у министра, у них приказ, закон, они знают, что делать, как делать, понимаете? А вот контрольные органы,
Ты мне, я тебе не пойдет. Вы не отсидитесь. Я буду требовать, чтобы вы исполняли свои должностные обязанности. Больше ничего. По налогам нужен алгоритм, Владимир Владимирович. Надо правительству, Минфину работать на части федеральных контрольно-надзорных органов и сбора пени, штрафы, доходы. Не налоговый, налоговый. Давайте-ка настраиваемся на то, что налоги надо платить. Налоги надо платить. И если каждый раз, вот я говорил, даже на своем месте, министр, глава администрации, вот сейчас вот зайди в любой город, администрацию, любое министерство, у вас сотрудники-то налоги платят. Несоответствие будет у вас. Несоответствие занимаемой должности. Но вы же ежедневно работаете. Не можете собрать коллектив свой, главы районов, городов, чтобы они не только там налоги, там и платы жилищно-коммунальные, еще что-то. Вы примером должны быть. Сотрудник должен быть примером. Этот вопрос очень такой деликатный, но в то же время он должен быть исполнен в первую очередь. В первую очередь сами себя начните и сделайте. Есть закон, есть нормативы. Вы же по правилам исполняете обязанности, но не требуете с других. Вот те объекты, вот сейчас МАГАТЭ вот начало делать, там у нас по нормативу 3 года, если не используется участок, да? Не используется. Даже если он выделен, не используется, берите в суд и изымайте этот участок. Потому что построил какой-нибудь, ну там недострой, и стоит он, весь вид города портит, улицы портит, все портит, и землю занимает. Идите расторгайте, через суд идите и убирайте это все. Не входите в спор, не надо выходить с хадава-садава, вот это вот перестаньте делать. Если человек хочет строить, оформи документы. У кого, наверное, в Москве там или где-то в других местах квартиры там, я не знаю, что у вас там, все оформлено. А здесь можно обкрадывать ингушский народ? Нет, жителей Ингушетии? Здесь можно, да? Здесь можно. А немножко туда едем, видите ли, там и требования другие, и в тюрьму можно попасть, и вообще изъять. Обворовывают, потому что не поступление в этот бюджет. Обворовывать, потому что земля кому-то нужна, а они нахапали там гектары там, и сидят там. И мне говорят, что они радеют за жителей Ингушетии, республики. Да не радеют. И не беспокоятся. Почему закон не выполняем? Почему в нормативы не исполняем юридическую норму? По данным регионального Минфина, по итогам 2019 года поступления в республиканский бюджет возросли на 181% и составили 183 миллиона рублей. Но по итогам 8 месяцев 2020 года всего 100 миллионов рублей. Более того, объем начисленных штрафов разительно отличается от объема взысканных. А ряд ведомств, полномочия и обязанности которых входят в надзор в различных сферах, включая агропромышленную, экологическую, сферу обеспечения безопасности жизнедеятельности и другие, не выносят ни единого штрафа, несмотря на наличие нарушений в подконтрольных областях. Знаете, у нас столько нарушений на землях сельхозназначения. Это совместно должно быть и Росприроднадзор, это его не подвед, но при выявлении тоже должны сообщать на территории. И Минприроды тоже, которые безобразие творят вдоль наших рек, они исчезают. Значит, там я вижу, новый министр, вы там те финансирования, которые у вас будет идти, и вот, не знаю, соглашение, может быть, с МВД сделать, прям, понимаете, с прокурором, я не знаю какое, но воровать не давайте. Вы делаете, эти деньги выделяете для того, чтобы привести в порядок тот или иной водоем, речку, речушку, озеро, пруд. У него земля в аренде, он говорит, с иером. Потому что я здесь работаю год, 3, и все, это в аренде, это не его. А он воспринимает это как собственность. Расторгайте договор.
Выставляйте на торги, имеется в виду Минприроды и Минимущества. Они же за грань зашли. Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Ингушетии Магомед Куштов представил информацию о деятельности за отчетный период 2020 года, акцентируя внимание на проблемных темах. За указанный период в адрес 466 руководителей бюджетных организаций направлены информационные письма о наличии у сотрудников задолженности. Махмуд Али Калиматов рекомендовал усилить работу по урегулированию задолженностей, подчеркнув, что бизнес, организации, лица, которые не осуществляют платежи за предпринимательскую деятельность, используемые земли, лишают бюджет республики поступлений и буквально обкрадывают население. Мы, если не приведем в порядок эту систему, а она накладывается, у нас много проблем. Мы, знаете, мы настолько тяжело, да? Просто обращаюсь, потому что здесь сидят должностные лица, которые должны проводить в жизнь прямое назначение Конституции, федеральных законов. Мы должны, каждый по своему предмету надзора или контроля, сам закон нарушает, там, потом дядек берет, там, сетейб, хатейб, даже ответить не может, как человек, как мужчина. Вот в чем вопрос. Поэтому каждый орган, который регулирует ту или иную отрасль земли, сельскохозяйственное значение, природу, все должны исполнять, потому что из этого накладывается все достоинство, это выполнение на работе своих обязанностей. Это самый достойный человек. Если он твердо, настойчиво, и он должен понимать, его бездействие, понимаете, уничтожает сельское поселение, район, город. Мы сегодня сидим, самое главное, говорим о каждом рубле, о каждой копейке. Если мы их не будем собирать, у нас бюджет сложный, а вы чем там занимаетесь? А потом сидите в кредиторках. Пока мы не будем надлежащим исполнять свои обязанности, отстаивать нам нечего в республике будет. Нам доверять надо, чтобы доверяли нам. Это ваше пополнение в бюджет. Каждый кусок земли вам все должны платить. Без вас никто не может поставить ни баннер, ни это, ни то, ни пятое. Федеральная дорога, да, там сколько там, 15-20 метров. А внутри ваших это тоже деньги. Вы не просите денег, у нас их мало. И не говорите, что нету денег у вас. Они у вас под ногами лежат. Нам бы каждый рубль считать, понимаешь? А кто-то там мешками сидит, вор какой-нибудь, а другим выплатить нечего, одеть нечего. И собирать начинаем там. То портфели нам надо дети купить. По-честному, если получали бы деньги, зарплату давали бы отцу. Жена, которая работала, мать детей там, или выплаты их. Хватало бы. Государство рассчитывает так. Нет. Кому-то надо воровать. Поэтому возникают такие вопросы. Махмуд Али Калиматов дал поручение составить план по оптимизации и выстраиванию эффективной совместной работы всех ответственных органов, а также ежемесячно информировать его о динамике поступлений налогов, штрафов и иных сумм принудительного взыскания для осуществления его личного контроля. Не делайте неправовых вещей, не делайте незаконных вещей, потому что это касается каждого жителя республики, кто безобразие творит. Оно касается и ложится на плечи каждого. Кто-то не доел, кто-то не смог поехать лечиться, кто-то отдохнуть. И если вы не поймете, как люди это, как чиновники, никогда не поймете. Порядочность первая лежит в мозгах и в душе чиновника. Порядочность. Профессионализм нарабатывается. А вот порядочность, ее никак, ее. А еще самое страшное, что пренебрежительно сверху смотрят на тех людей, которые не научились воровать, не могут, порядочные люди. На них еще свысока смотрят.
Мне эти вещи иногда ужасно хочется громко взяться за голову и покричать. Ну что ж, друзья, наша программа продолжается. И в гостях у нас сегодня Рамзан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы России. Здравствуйте, Рамзан. Здравствуйте. Вот и хотелось бы с вами поговорить о национальном плане развития конкуренции. Истекает 2020 год. План был утвержден в конце 2017-го, да? Да. То есть сейчас уже можно, в принципе, подвести итоги его реализации. Да, действительно, в конце 2017 года был принят указом президента России план по развитию конкуренции на территории Российской Федерации. В своем роде уникальный документ, который можно отнести как и план как противодействие коррупции у нас. И есть сейчас указом принят национальный план развития конкуренции. Данным документом предусматривает определение основных направлений государственной политики по развитию конкуренции. Также основные принципы развития конкуренции на территории Российской Федерации. В данном документе также указывается, что все органы власти, ветви органов власти должны объединиться и приложить все усилия в этом направлении. Что сделано в нашей республике? Ингушская УФАС России совместно с Министерством экономики Республики Ингушетия проделана большая работа, принято несколько нормативно-правовых актов. Первое – это мы внесли изменения, постановление правительства Республики Ингушетия внесено изменение в положение органов власти, органов местного управления, где приоритетом сделано развитие конкуренции. Раньше в положении у органов власти не было прописано, что для них приоритетом является развитие конкуренции на товарных рынках. Сейчас, после внесения изменения, все органы власти должны помогать бизнесу, также создавать благоприятные условия, привлекать инвесторов, снижать административные барьеры. Например, органы местного управления могут и снижать налоги, создавать инвест-паспорта и делать привлекательный инвестиционный климат для бизнесменов. Это является приоритетом сейчас у них в уставах. Второе, что мы сделали, данным указом было предусмотрено, национальным планом было предусмотрено, что по сравнению с 2017 годом к 2020 году необходимо снизить нарушение антимонопольного законодательства в 2 раза. Для этого была придумана такая система, как система внутреннего контроля, которую необходимо было внедрить органам власти и органам местного управления. Еще называется как антимонопольный комплайенс. Как работает эта система? Орган власти у себя принимает документ по внедрению этой системы и назначает ответственное лицо. И когда должностное лицо принимает какой-либо акт, он должен обязательно отдать ответственному лицу этот документ, чтобы согласовать с ним. Ответственное лицо дает заключение, есть ли в этом акте нарушение антимонопольного законодательства. И в случае, если там присутствуют какие-то нарушения антимонопольного законодательства, это может привести к ограничению конкуренции. Ответственное лицо дает заключение, что необходимо внести изменения, соответственно, такой акт не принимается, отправляется на изменения, после внесения изменения, после исправления должностное лицо может принять такой акт. Очень хорошая система контроля. В нашей республике могу сказать, что работает удовлетворительно только, потому что мы проводили анализ, и очень мало органов власти, органов местного управления свои акты пропускают через ответственное лицо. Третье, что было сделано, принята дорожная карта. Дорожная карта развития конкуренции. Тоже такой документ, в котором прописаны мероприятия, которые должны выполнить органы власти, органы местного управления, чтобы достичь ключевых показателей, которые установлены распоряжением правительства. Что значит ключевые показатели? Это в ключевых показателях установлена доля частного бизнеса, которая необходимо присутствовать на товарных рынках. И наши, например, органы власти должны выполнить вот эти мероприятия, которые указаны в дорожной карте, чтобы достичь этих показателей. Например, если мы возьмем Министерство здравоохранения, там в ключевых показателях указано, что до конца 2020 года, например, услуги терапии, частный бизнес должен присутствовать 52%. Что это значит? Что
частный бизнес, надо помогать частному бизнесу, поликлиники открывать частные, там кабинеты, чтобы услуги терапии были, чтобы внедрить туда частный бизнес. В настоящий момент мы вот решили, что приглашать представителей органов власти, и чтобы они нам вот поясняли, показывали, какие результаты достигнуты. Пока вот такая работа проведена по плану развития конкуренции, и в дальнейшем тоже собираемся вот, также, чтобы в нашей республике развивалась конкуренция, потому что сама конкуренция, как мы понимаем, рождает и качество товара, и внедрение инноваций. Рамзан, скажите, а вот с реализацией каких пунктов плана возникли сложности? Были ли такие? Вот, как я сказал, с внедрением антимонопольного комплайенса, внутреннего контроля были большие проблемы, потому что многие не знали, как вот это внедрять в эту систему. Мы проводили очень много мероприятий, объясняли, и в настоящий момент все органы власти, органы местного самоуправления внедрена данная система и назначены ответственные лица. У каких республик нам стоило бы, например, перенять опыт вот по реализации этого плана? Как вы считаете? Действительно, хороший вопрос. Вот есть, например, ФАС создал сайт, который называется «Нацплан». И туда загружаются все эти дорожные карты, все мероприятия, которые проводятся в других регионах. Например, вот Белгородская область, нам ФАС ставит пример, Московская область, Хабаровский край, Москва. Например, вот какая работа проведена, например, в Белгородской области. Там вот, правительство выбрало один регион, ну, один район, вернее, и снизило налоги на земельные участки. Сделано 0,1%. Это как бы земельные участки привлекательны для инвесторов. И ФАС посчитал, что очень вот, интересный именно вот, пример для других регионов. Одним из ключевых показателей реализации национального плана развития конкуренции – это увеличение объема закупок малого и среднего бизнеса. Расскажите, как обстоят дела в этом направлении? Да, действительно, при проведении закупок, если заказчик привлекает малый и средний бизнес, это действительно очень хороший шанс и для развития конкуренции, и для развития малого и среднего бизнеса. 44-й закон предусматривает, что заказчики в течение года должны обязательно в извещении указывать, что закупка проводится для малого и среднего бизнеса. И там могут участвовать только малый и средний бизнес. У нас в республике, если так посчитать, есть микробизнес и малый бизнес. Поэтому для наших предпринимателей это хороший шанс участвовать в данных закупках и как бы развиваться. И поэтому закон предусматривает, и заказчики должны каждый год отчитываться, какой процент они привлекли малый и средний бизнес. И думаю, что дальше мы будем там, в процентном соотношении увеличивать процент участия малого и среднего бизнеса в закупках. И в завершении нашего интервью хотелось бы спросить, какие являются самые конкурентные и самые низкоконкурентные сферы в нашем регионе? Если вот прямо сказать, когда мы проводим анализ товарных рынков, у нас есть приказ, утвержденный ФАС России, и там установлено, какие рынки необходимо изучить в течение года. Но по всем анализам, которые мы проводили, по-моему, и был один анализ, это по хлебопродуктам. Ну, в этом была такая конкуренция, а во всех других анализах нами установлено, что наши рынки высококонкурентные. И что значит, что конкуренция, в принципе, отсутствует. Потому что если мы возьмем, например, рынок нефтепродуктов, там есть одна организация, которая доминирует. Но раньше были две, там Империал и Роснефть. Сейчас, как мы установили, у Империала там доля реализации упала, и остался Роснефть. Поэтому все у нас рынки, можно сказать, высококонкурентные. Например, если даже возьмем там рынок, вот последний анализ у нас был, оказание услуг аэропорта. У нас один аэропорт, поэтому как таковой конкуренции нет. Спасибо вам за интервью, желаю успехов в работе. Спасибо вам тоже.
Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Рамзан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского управления антимонопольной службы России. Ну что ж, на этом наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами. Пришло время новостей. Власти Ингушетии и руководство сети «Магнит» договорились об открытии в республике ряда крупных магазинов, сообщил в интервью Интерфаксу глава региона Махмуд Али Калиматов. К региону начали проявлять интерес инвесторы. Сейчас достигнута договоренность, что до Нового года в республике появится 4 или 6 магазинов сети «Магнит». За следующий год их число будет доведено до 70. Это тоже положительно скажется на развитии рынка труда, сказал Калиматов. Глава республики отметил, что одним из путей решения проблемы безработицы в регионе является развитие малого и среднего бизнеса. Это позволит трудоустроить до 70-80% населения. «Магнит» – крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец июня под управлением компании было свыше 20 тысяч магазинов, включая 14 тысяч с половиной магазинов у дома. Ритейлер также развивает сети магазинов в Дрогере «Магнит Косметик» и супермаркетов. Кроме того, у «Магнита» есть несколько экспериментальных форматов, среди которых небольшие магазины городского формата «Магнит Сити». Выручка ритейлера по итогам первого полугода составила 763,5 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Росреестр в апреле-августе зарегистрировал по всей России 66,5 тысяч льготных ипотечных договоров со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба ведомства. Это каждая 15-я сделка или 6,5% от общего количества зарегистрированных ипотек за этот период, отмечается в сообщении. Как указывается, в нем лидирует по выдаче субсидированной государственной ипотеки Санкт-Петербург, где оформлено 9,5 тысяч льготных ипотечных договоров, Ростовская область – 5 тысяч, Краснодарский край – около 4 тысяч, Ленинградская область – более 3 тысяч и Москва – 3 тысячи. Среди федеральных округов наибольшее количество льготных ипотек, по данным Росреестра, выдано в Приволжском округе – 16 тысяч, Северо-Западном – почти 15 тысяч и Центральном округах – 11 тысяч. Ни одной сделки не было зарегистрировано в Алтае, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Мурманской, Магаданской областях и Чукотке. Социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе может появиться в России после принятия Генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов работодателей правительством страны на 2021-2023 годы. Доработанный вариант соглашения поступил в Российскую трехстороннюю комиссию, передает «Российская газета». В документе, в частности, говорится, что стороны обязуются обеспечить введение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников с учетом семейной нагрузки в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый месяц налогового периода. Речь идет о введении в практику налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации метода защиты низких доходов. В США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня, не платят подоходный налог. В этом есть здравый экономический смысл. Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, который рассчитывается на основе прожиточного минимума. Но после уплаты подоходного налога в 13% его реальный доход окажется ниже прожиточного минимума. Получается, что МРОТ абсолютно не гарантирует реальную зарплату даже в размере прожиточного минимума, пояснил «Российской газете» проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. А со стороны Федерации независимых профсоюзов России появилось предложение о национализации слабых предприятий на грани банкротства. При угрозе массовых увольнений и необходимости сохранения занятости в организациях стороны принимают на себя обязательства по подготовке предложений в части сохранения таких организаций, а также возможной национализации социально значимых стратегических предприятий, отмечается в тексте Генсоглашения. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. До встречи в эфире.